Публикация себя переводить. Резолюцию записывать. Будет поддержано. Нет, подкомитета. Закончите, если нужно будет, мы потом... Так, товарищ, я отвечу на все вопросы. У меня их всего 2-3 вопроса. Можно я скажу? Не слышно. Продолжайте. Я хотел сказать вот о чем. Второй съезд ингушского народа, о необходимости созыва которого ингушская общественность долгое время вела жаркие дискуссии, сегодня стала реальностью. И мы свидетели этого важнейшего форума в жизни нашего народа. Через несколько часов наш съезд станет историей. Одной из самых важных страниц в истории ингушского народа, если учитывать тот большой промежуток от первого съезда до второго. Мне очень приятно было выслушать те мнения. Правда, я ожидал более резкую критику доклада, несогласие, для того, чтобы потом уже легче было нам вырабатывать общую платформу, и по которой мы сегодня можем и должны принять определяющие документы второго съезда ингушского народа. Наконец, наш съезд получил тот статус, который он должен был получить. Второй съезд ингушского народа. Это произошло после длительной дискуссионной борьбы, но нам все-таки удалось убедить. Тяжело было, и товарищи уже в работе съезда внес ряд предложений в резолюцию. Хотел бы их часть напомнить, а потом мы будем обсуждать эти проекты резолюции и обращений. Наверное, вы сами определите. Значит, первое. Я вношу предложение в резолюцию создать оргкомитет по восстановлению Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Мы в дальнейшем уточним. Третье. Значит, товарищи, я вношу такое предложение, исходя из следующих соображений. 15 человек, это специалисты, партийные работники, значит, инженеры, историки, ученые. Для чего мы это делаем? Мы оставим открытым определенное число мест для того, чтобы потом, внимательно присмотревшись, подобрать более достойные кандидатуры для работы в этом комитете. Вот с этой целью предлагается где-то в пределах 15 человек, а потом мы ее можем довести до 25 и выше. Это по желанию съезда мы сегодня примем документами и это положение. Следующий момент. Товарищи, очень трудно говорить. Мы все устали, я понимаю. Но давайте дослушаем до конца. Следующий момент, который мы считаем очень важным. Конечно, тут много было разговоров об экономической, значит, целесообразности, возможности, мощностях и так далее, и так далее. Но мы считаем это второй этап, и сегодня этот вопрос не должен стоять в повестке дня. Но надо отметить, что нам нужно учредить фонд восстановления Ингушетии. Официальный фонд. Я почему это говорю? Во-первых, очень много, я знаю, что я эти положения выдвинул сам, поэтому я повторяю сейчас, чтобы их закрепить. Значит, очень много у нас идут пожертвования от разных людей, народ, организаций и так далее. Я считаю, что надо упорядочить этот процесс. Должен быть официальный фонд, и любое предприятие, организация, республика, если она пожелает, она может оказать материальную помощь в восстановлении нашей государственности. Я прошу всех внимательно прослушать. Значит, мы съезд, представляющий народ. Этот съезд на сегодняшний день по своему статусу, по своим полномочиям, если рассматривать интересы народа, стоит выше, чем сессия Верховного Совета Республики. Хотя мы сегодня официально не являемся ни депутатами,
Вот. У нас нет, ни оклада у нас нет, никаких привилегий нет, кроме одной привилегии – просить за свою автономию. Поэтому юридически настоящий съезд имеет право поставить вопрос о восстановлении. С этой целью я предлагаю на съезде второго съезда Ингушского народа от имени всех делегатов провозгласить автономную Советскую Социалистическую Республику Ингушетию. Право, охраняемое Конституцией СССР. Право народа на свою национальную государственность. И теперь я считаю важнейшим документом, который мы должны принять, именно вот эта формулировка, которую мы должны записать отдельно и вручить предстоящей второй сессии Верховного Совета СССР для утверждения. Я подчеркнуть. Ну что хотелось бы еще сказать? Тут ряд вопросов, конечно, я бы не стал сейчас на них отвечать, но в докладе эти моменты отражены. Кстати, депутат Малькиева задает мне вопрос, очевидно считая меня всесведущим, почему коммунисты, исключенные в 1972-1973 годах, некоторые получили партийные билеты, а некоторые не восстановлены. Я думаю, товарищи, что на этот вопрос лучше всего ответить наши секретари обкома партии. Я не знаю. Но я не получил. Дальше, по поводу, значит, выступления депутата Фаргиева. Ну, я должен сказать, Хамзат Ахмедович здесь немножко экономически неправильно подошел к проблеме четырехступенчатой системы организации наших ликвидаций. Сейчас для ингушского народа такая проблема не стоит. Мы знаем, что в платформе КПСС очень серьезно ставится, что полное выравнивание всех автономий, союзных республик, автономных округов, областей, республик, чтобы в гражданских правах они были выровнены. Действительно, это документ, этот пункт платформы КПСС имеет важнейшее значение. Но мы-то, товарищи, сегодня ничего не имеем для того, чтобы выравнивать. Поэтому, товарищ Фаргиев, наша задача добиться восстановления автономии, а потом будем заниматься вопросами выравнивания. Дальше, значит, дальше я поясняю. Ну, я это говорю, глубоко уважая Хамзата, я был его доверенным лицом, и я сейчас стою на этих позициях. И моя позиция в отношении наших депутатов выражена в моем докладе. В докладе оргкомитета. Теперь относительно указа 7 марта 1989 года. В докладе это четко определено. Указ не был опубликован. И здесь никаких попыток перепутать этот указ, что-то помешать не было. Видимо, докладчик, этот товарищ Фаргиев, не дослушал или не был в это время в зале. Ну, теперь выселение ингушей не надо называть осетинами. Ну, товарищи, куда нам деваться, если все окружение Берии состояло из осетинских генералов? Ну, что нам деваться? Куда деваться? Акция готовилась в течение длительного времени. Но она готовилась втайне от осетинского народа. Но мы должны подчеркнуть, что это в целях для удовлетворения своих определенных амбициозных интересов. Поэтому мы вовсе не имеем в виду задевать интересы осетинского народа. Следующий момент. Значит, объединение произошло по национальному признаку, там и так далее. У меня есть архивные документы, говорит товарищ Фаргиев. Товарищ Фаргиев, когда объединялось две автономные области, это я вам точно говорю, глубоко уважая архивные материалы, которыми вы пользовались. Это очень хорошая работа проведена. Никто у народа этого не спрашивал. Вы прекрасно знаете, как во времена Сталина единодушно голосовали за любое мероприятие. Не спрашивая народа, оно простым автоматическим административным голосованием была проведена эта акция соединения двух народов в интересах третьего. Ну, собственно, я больше и не хотел. Тут вопросов ко мне не поступало. Значит, если они поступят до окончания съезда, я с удовольствием
постараюсь ответить. Но я считаю, еще раз, товарищи, главнейший вопрос нашего съезда — закрепить провозглашение нашей ингушской автономии. Спасибо. Со столицы, да, указать со столицы Ворченки. Мы будем принимать сейчас редакцию наших резолюций. Слово для оглашения телеграмм, которые позже поступили, и для ответа на вопросы имеет товарищ Чехиев. Микрофон в зале включить. Хоть один микрофон включите, вот этот один. Какой он здесь номер? Первый, включите, первый. Ну, убежишь. Ясно. Иначе невозможно работать на редакции. Мне доставляет удовольствие и большую радость, потому что первым телеграммы мне почему-то передают, и огромная радость, что наш съезд разделяет столько количество людей, регионов, республик, краев, отдельных людей, группы, народы. Это прекрасно. Ну вот первую телеграмму я хочу зачитать. Грозному ДК Ленина, съезд народов Ингушетии. Сердечно поздравляю участников первого съезда. Желаю успешной работы на благо советского народа, на благо перестройки. Старый Промысловский район, депутат, народный депутат СССР Евгений Немцов. Немцов не явился на наш съезд. Первый или второй? Тем более. Я сам лично участвовал для того, чтобы его избрали. По тексту уточните, первый или второй там. Как он прочитал первый съезд? Первого съезда он перепутал. Вот это другое дело. Желаем плодотворной работы на благо нашего успеха. Семья Далаковых Назрань. Таких телеграмм очень много. Ну, я понимаю, чечена Ингушетия вся с нами. Ну и за пределами есть очень интересные телеграммы. Съезду Народного фронта Ингушетии, ингушскому народу, ингушскому съезду. Мы в войнах и проживающие в Ахметском районе Грузии сердечно приветствуем всех участников съезда. Желаем больших успехов в работе. Пусть братья наши ингуши помнят, что мы всегда с ними поддерживаем их от ЦК СССР, требуем восстановить Ингушскую АССР со всеми бывшими атрибутами Кристины Войнафи. Мы с вами. Гурмашвили Сулейман. Он подписался от группы людей. Таких очень много телеграмм. Ханиев. Гордимся прохождением съезда ингушского народа. Семья Тангиевых, Даурбековых, Насырков и так далее. Я хотел зачитать вот еще одно. Тут прекрасные стихи поступили в адрес съезда. К съезду за правое дело народ призывая, народная совесть на съезд собралась, чтоб горькую правду на свет прощая, нам истину в правде сказать. Это Татиев написал прямо здесь в зале. Я поздравляю. Из Тюмени поступила приветственная телеграмма лауреата премии РСФСР Плиева Магомед Сали. Он сожалеет, что по причинам не вылета он не смог быть с нами. И так далее. Ну, я тут не хочу телеграммы нарочно читать из Северной Осетии, потому что они абсолютно одинаковые, написаны под копирку. А вот эти 3 телеграммы пришли от одного человека. Тасоева Зинаида Садуевна. Она, по-моему, народный депутат. И все 3 телеграммы подписаны от нее в 3 разных районах. Почему-то она не поменяла даже свою фамилию. Ну хорошо, зачитаю. Уважаемые делегаты съезда, мы, учащиеся школ Сунжи пригородного района Северо-Осетинской ССР, приветствуем съезд ингушского народа. Надеемся, что на съезде будут приняты решения, проникнут духом дружбы с другими народами.
Вот, чтобы не прекращалась наша дружба с учащимися и учителями Алиюртовской 8-летней школы Надырановского района ЧСР, наши совместные мероприятия, торжественные пионерские сборы заложили хороший фундамент нашей будущей дружбы. Мы просим вашего содействия, совершенствования этих дружеских взаимоотношений. Первым его принял Ингуши, и в Свердлово вышло 1 мая 23 года, и алфавит Заурбека Куразовича Мальсагова был принят Курской республикой для рекомендаций всем остальным. И вот предлагают нам тоже подумать о том, что мы сегодня знаем, что ни один ингуш правильно, чисто, красиво не может прочитать ни Свердлово, ни газету. На этой основе до 1938 года существовал наш латинский алфавит, и мне кажется, стоит подумать и об этом. Это предложение Магомеда Юлоева. И, дорогие друзья, если вы мне позволите, буквально 3 минуты я хотел бы, оторваться от телеграмм, не читая чужие мысли, сказать свои. Если это можно. Ну не плети, просто я могу хоть слово сказать. Дорогие друзья, я хочу сказать вот о чем. Мы говорили о Петрограде революционном, мы говорили о Северном Кавказе, о том, что как храбро сражались ингуши. Мне, знаете, до боли, до глубины души, я вот здесь вижу, сидят старики, они в парках сидят. Сидят в парках бойцы Серго Орджоникидзе, Кирова, которые сами воевали. Вы знаете, ко мне недавно попал документ, когда в Галашках, Алкуме спасали Серго Орджоникидзе, когда по пятам ищейки братьев Бичерахова искали Серго Орджоникидзе, посланника Ленина. Они действительно потом нашли Ноя Буачидзе и Пашковского. И на улицах Владикавказа, когда отсутствовали ингуши, пристрелили их. Банда Бичерахова, Георгий Лазарь. Кстати, вот наш здесь выступая Куштов 46 генералов назвал и 3 маршала. Маршала, правда, не было, один Берия был маршал за наше выселение. Вот я могу причислить к этим маршалам и этим генералам этих 2 генералов Бичераховых, тоже осетины. Действительно, они настигли Пашковского и настигли Ноя Буачидзе, посланника Ленина, и застрелили их в Владикавказе. Как они застрелили 14 туркменских комиссаров, как они застрелили 26 бакинских комиссаров. Я это тому говорю, что кого-то рождает где-то какая-то мать. Пусть они знают о них. Почему мы сегодня не говорим об этих врагах и осетинского народа, и народов всего человечества? И я еще вот о чем хочу сказать. Вы не знаете всех имен ингушей, которые устанавливали советскую власть за пределами Чечено-Ингушетии. Вы не знаете о Тубее Картоева, который в Ростовской области на Донской земле стал героем. Мы плохо и мало знаем зама Евдиева, полного георгиевского кавалера, которому в Таганроге стоит памятник. Мы не знаем Якуба Мальсагова, который устанавливал советскую власть, когда она в его родной Ингушетии установилась уже 3 года, в 21 году на Чукотке. Ему там стоит памятник. Почему мы должны молчать о наших революционерах, которые несли светоч всему народу? Я еще 2 слова хотел сказать. Здесь звучали нехорошие слова КПСС и так далее. Октябрьская революция для нас святое дело. За Октябрьскую революцию, за свободу, за жизнь народа мы отдали 22 тысячи жизней нашего народа. И никогда никому не позволительно пускать тень на Октябрьскую революцию, на дело Ленина. И никогда никому не позволительно смешивать Ленина с этим деспотом, варваром человечества Сталиным. Мы никогда этого не позволим.
сын Ахмеда Мамилова. Дело в том, что когда Бутырин умирал в далеком Хулинском селении в горах, эти молодые люди прорвались через застенку белых, пробрались в Владикавказ и несли лекарства. И когда на горе они уже могли свободно пройти, но не захотели они, потому что белогвардейцы во дворе гуляли, они начали стрелять в них. И оказался белогвардейский генерал храбрый. Он как сидел на стул, положил ногу, так и продолжал сидеть, стрелять, когда у них стреляли. Те другие попрятались. И когда Ахмед захотел пристрелить его, рядом стоящий ингуш, который постарше, не надо его стрелять. Он храбрый человек. Давай будем стрелять тех, которые прячутся. Вот так ингуши понимали храбрость. Вот так ингуши относились ко всему. И мне кажется, мы сегодня должны о них помнить и знать. Поэтому святое дело, если мы сегодня не выработаем законные резолюции, которые действительно, ведь Серго Орджоникидзе один мог провозгласить Горскую республику для ингушей, так как был уполномочен Владимиром Ильичем Лениным. А если нас всех уполномочили, народ, наш народ, ингуши, живущие во всех краях нашей необъятной родине, неужели мы, я поддерживаю докладчика и призываю, действительно необходимо вот сегодня выработать такие законы, потому что этот народ решает. Предлагаю, раз мы объявили Ингушскую автономную республику, я прошу назвать наш первый вуз, который у нас будет, а у нас были много вузов в 22-м, 23-м до 34-го года. Кстати, первый научно-исследовательский институт на Северном Кавказе был у ингушей. Товарищ Шахиев. Да. Товарищ Шахиев. Ну, можно мне ответить? Если прямо можете без краха. Назвать Заурбека Куразовича Бальсагова именем наш первый вуз. Я поддерживаю. И Заурбека Тембота Заурбека Куразовича Бальсагова. Нет, не перепутал. Я очень хорошо знаю Тембота Дардагановича Бекова, который учился в Варшавском институте, со второго курса за неимением продолжить дальше учебу он вернулся. Это один из первых учителей Чечении, и он заслуживает самых больших похвал. Товарищ Шахиев, подождите. Вы закончите. Пожалуйста. Вопросы. Тут вопросы возникают. Почему из Москвы нет представителей ЦК и РСФСР? Мы не можем ответить, их нет. Не у кого спросить. Так, тут поступили материалы опубликовать в «Утро гор». Разрешим, наверное, публиковать эти материалы. Материалы имеются в виду нашего съезда. Тут возражать никто не будет. Вчера очень серьезный вопрос у нас прозвучал вот со спором с Алиевым, по-моему. Тут у него поступал вопрос, и просьбы были такие, что и мы обещали вчера зачитать несколько указов о нашем выселении и восстановлении. Если нет возражений, или как другие будут предложения, будем читать? Не надо, по-моему. Мы в резолюцию внесем пункт отменить все незаконные указы. Достаточно, наверное? Правильно. Что время терять? Тут поступила вот такая записка, официальное заявление. Пусть второй секретарь извинится за свою, что-то такое, реплику, и товарищ Беков даст ответ, что будет опубликовано после выступления всех. Уважаемые товарищи, уважаемые товарищи, Товарищи, успокойтесь. я очень сожалею, что вы договорить мне не дали. Я хотел продолжить, но вы мне этого не позволили сделать. Значит, говоря о русской пословице «купить кота в мешке», ну, многие мы ее правильно понимаем, что дать, так сказать, обещание, не видя из чего, из каких источников, не зная, так сказать, не видя, вот в данном случае, не видя этого документа. Если это оскорбило в какой-то степени делегатов,
если это оскорбило в какой-то степени делегатов, я приношу свои извинения в этом плане. Второе. Я хотел бы продолжить свое выступление по поставленному вопросу, будут ли опубликованы. Я вам прямо должен сказать, вот мы еще раз с Сергеем Ажитовичем посоветовали, специально в отделе. Ни он, ни я сегодня не можем принять такого решения, чтобы дать прессе задание. Мы не в состоянии это сделать, то есть это нужно решить коллегиально, посоветовавшись в областном комитете партии. Я прямо говорю открыто. Но до примерно дня 4-5 назад мы встречались с представителями Организационного комитета. Они поставили перед нами этот вопрос. Поставили. Мы, как обязательно сказали, что вопросы работы съезда будут освещаться в прессе обязательно. Ну, объяснил Сергей Мажирович сегодня утром, почему не появился, скажем, в Грозненском рабочем материал. Потому что верстался номер вчера, то есть мы закончили свою работу где-то в 9, по-моему, да? Вот, когда номер практически уже был сверстан. Но мы договорились, что материалы будут. Обязательно материалы будут печататься. Сегодня поставлен совершенно конкретный вопрос, что должен печататься, то есть быть отпечатан доклад, верно? И те документы, которые сегодня принимаются. Вот. Все документы, которые сегодня принимаются. Я еще раз повторяю, мы должны это решить коллегиально. И мы с Сергеем Ажитовичем поставим этот вопрос, что я вам обещаю. 3 слова. Во-первых, я призываю вас, собравшихся здесь представителей целого народа, который ищет правду в своей судьбе, быть более уравновешенными. Это первое. Не нужны эти размахивания, шум, крики и так далее. Давайте работать спокойно. Второй вопрос. Вот здесь поступило 3 записки, в которых говорят, вот вы боитесь, не боитесь и так далее. Заверяю вас, я считаю, что в этой жизни бояться нужно только одного, это бесчестие. Больше ничего не надо бояться, и я тоже ничего не боюсь. Я считаю, что правильно здесь Павел Николаевич сказал, что ни я, ни он однозначно отдельно дать указания опубликовать все эти материалы не можем. И каждый человек, который знает нашу работу, это понимает. Но я обещаю вам, что как секретарь обкома партии я готов ставить этот вопрос на уровне бюро обкома партии и поддерживать предложение опубликовать эти материалы. Почему? Потому что здесь собрался народ. Почему мы должны скрывать это право? Другое дело, что когда публикуются любые материалы со съезда, с конференции, с пленума, там не бывает, чтобы слово в слово все опубликовали. Вот, публикуется доклад, публикуются другие какие-то вопросы. Этот вопрос должен быть освещен. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Мое мнение однозначно. Я думаю, Павел Николаевич, как мы вот сейчас слышали, поддерживает это предложение. Конечно, надо опубликовать. Ну как же так? Никто не поймет нас, если мы не опубликуем это. Это мое личное мнение. С одним существенным замечанием. Мы будем ниже избирать оргкомитет, и чтобы все эти публикации были согласованы с оргкомитетом, чтобы редакция документов не подменялась. Согласны с этим? Тут еще есть документы и просьбы групп товарищей, которые просят здесь зачитать, вот скажем, есть обращение ко 2-му съезду от беженцев Гурьевской области. Мы ниже будем принимать с вами и обращения, и резолюции. Если товарищи посчитают, что в этих резолюциях недостаточно будет просьб, требований и так далее, то товарищам дадим возможность сделать замечания к этим документам. Нет возражений? Нет. На вопросы закончились. Микрофон дали. Я надеюсь, что вы меня правильно поймете. Не обидитесь. Но я хочу сказать, я был сейчас на грани того, чтобы заявить протест, положить мандат и уйти. Но не в оскорблении ингушского народа, а в знак протеста против поведения президиума. Хорошо, вы не заметили, может быть, но меня сегодня почти полдня оскорбляли с этой трибуны. Я не заслужил этого.
Я хочу вам дать информацию по выступлению Бацуева. Я просто хотел дать информацию, ничего не говорить здесь больше. Сосед было, что выкнах даваешь вышло. Сона аж гумби. За что вы меня довели до этого состояния? За что вы позволяли президиуме вот здесь оскорблять меня? Вот правильно Сергей Межидович сказал. Бесчестие страшно. Меня здесь бесчестили. Я хочу сказать, когда здесь выступил грузинский товарищ по поводу его выступления. Товарищи, ни одного грузинского товарища, или не товарищ, как хотите, я на этот съезд не приглашал, я не имел морального права. Все, которые здесь выступали и сидели в президиуме, приглашены этими товарищами. Поймите, что происходит. Это самое выступление Беслана Костоева. Он как-то ты когда вылечишься, придешь оправдываться, Бог не измотать, сразу надо дать возможность. Беслан Костоев постоянно выступает и говорит, ингушский народ, в отличие от чеченского народа, выслан без указа Бога, кто-то знаешь, в переводе на язык, что чуть ли не мы чеченцы, высланы на каком-то основании. Не надо так говорить, во-первых, это противоречит историческим фактам. Я не обижусь на это дело, но то, что видишь, член президиума, делегату, аж к одному, ларвиш, шеш ларвиш, вы не меня бережете, вы себя бережете. Я добивался от Арач, тогда, и жила от Арачкаш. Хожам, Авиствовец был шеф позовет Пуштер. Вчера был вечер обещан. Я вчера вечером не хотел выступать, потому что я знал, все устали. Я понимал это. Много что я хотел сказать, все снято. КПСС, видимо, как и все речи моя тоже записана. Проверят пусть и посмотрят, как там, в каком контексте было сказано мною КПСС. КПСС, а вот умадать, ты говоришь уже ряд, тут пять. В этом либеральном штат. КПСС тоже подлежит критике. И это коммунистическая точка зрения, настоящая. А если ингушскому народу, по-моему, приблизительно так я говорил, будет мешать достижения и другим народам, их воле, все что угодно, и даже КПСС, а там есть одни антиперестроечные силы, это же признано. Я же не имел в виду ЦК КПСС, и не имел в виду политуру. КПСС, это и вот здесь сидят КПСС, партийные бережки, радуж, тоже же мешают некоторые. Вот все, я рабочий. Мы все рабочие. Мы трудились на эту страну. Но нам взамен дали вот этот Грозный. Посмотрите, в каком состоянии он находится. Нашему рабочему классу, чечено-ингушскому. Вы сегодня добиваетесь ваших прав. Я, имея вот здесь человеческое сердце, пришел, думая, что я как-то могу тоже этому помочь. Не надо. Мисо Бошаш организации на АСАЛ, Мустава Кастова Беков Аломбац, Грузия Побочана, Изавер Совер, АСАЛ, Ингушский народный фронт, я что шашач. Да наш я чтобы это не звучало, как я чечено-ингушский плохо, давайте тогда, что и шло дела, я объявлю у себя на заседании, давайте мы будем называться чеченские. Но я понимал, как это будет звучать. Я понимал это. Нельзя этого делать. Эхо, собака, часто харцу, моя пишет за трибуна антибисултанской пропаганды. Возможно, без этого и там будет. Народ, помнящий, что ему сделали хорошее дело, это великий народ Асара, я от этих слов никогда не откажусь. И мнение отдельных людей для меня не является мнением народа. Я исключительным уважением пользуюсь среди ингушского народа. Больше, чем, да, может быть, даже среди чеченского народа. Я этим горжусь. Никакой группе не удастся бить клин между моим чеченским народом и мною, и между мною любимым ингушским народом и мною. Но критиковать ингушей, которые будут против интереса своего же народа идти, я буду.
вопрос я хотел сказать. Фарги выступления члена, кто-то как-то мог неправильно понять, 99%, что его выдвигали, моя заслуга. Нет, львиная доля заслуги это Союза содействия перестройки, который работает в Малгобеке, которые 2 часа ночи из Малгобека ко мне приехали с просьбой помочь Фаргиеву, их товарищу и другу. И я увидел их честные, прямые мужественные лица, откликнулся на их просьбу. Благодаря тому, что они пришли, нашли путь к человеку, который может, по их мере, оказать. Фаргиев стал депутатом, и он, именно Фаргиев, ваш вопрос, самый главный вопрос для ингушского народа поставил на съезде. Поэтому заслуга Союза содействия перестройки. И я сотрудничаю с этими людьми, готов сотрудничать. Я вижу, это порядочные люди. Признать сегодня решением нашего съезда Ингушскую Советскую Социалистическую Республику. И это решение нашего съезда направить на утверждение Верховного Совета СССР. Верно. Мы в предварительном тексте выносили обратиться с просьбой рассмотреть создание Ингушской Советской Социалистической Республики. Вот редакция, которую мы подготавливали до этого, она в русле всех наших просьб, которые до этого были. Если мы будем отступать от этого, давайте примем решение. В принципе, наше решение не окончательное, чтобы ни один из присутствующих, ни один, кто нас сюда направлял, не подумал, что мы вот решили, и это закон. Это не закон. Это будет так или иначе той же просьбой, только в другой редакции, как я понимаю. Нужно ли 2 редакции сейчас предлагать? Не надо. Я думаю, что не надо будет. Обратимся вот с текстом редакции. Есть другие мнения? Есть. Пожалуйста. Есть другие мнения. Для чего мы собрались? Значит, товарищи, нет, я все-таки хочу по пункту. Здесь товарищ Куштов все-таки немного пошел не в ту сторону. Значит, я еще раз подчеркиваю, закон дает право съезду народа, а это самый настоящий съезд нашего народа. Второй съезд. Мы только провозглашаем, но если не хотят центральные органы, они вправе отменить наше провозглашение советской власти, советской автономии Ингушетии. Поэтому не надо так подходить. Это первое. Я считаю, что именно с этой точки зрения и направлять этот документ нужно не в Российскую Федерацию, а в Верховный Совет СССР, который утверждает законодательным актом подобные провозглашения автономных образований. Поднялся. Значит, мы должны очень серьезно подходить к принятию этих документов. Это непростое дело мы здесь делаем. Мы люди ответственные. Нам не надо вводить людей в заблуждение и не надо играть, значит, терминами. Я считаю, что будет правильно, если сегодня мы примем ту формулировку, которую предлагает наш председательствующий. Мы сегодня собрались здесь не потому, что рухнула советская власть, и мы должны ее провозглашать снова. Мы просим Верховный Совет СССР восстановить нашу автономию. И это мы должны отразить в резолюции съезда. Все остальное не будет принято. Ведь документы принимаются для того, чтобы их прочитали, приняли и в них вникли. Я прошу согласиться с этим. Мы принимаем итоговые документы. Проект резолюции Второго съезда ингушского народа. 10 сентября 1989 года, город Грозный. Важнейшим условием сохранения любого народа является наличие у него в той или иной форме национальной государственности. По инициативе Ленина ингушскому народу, одному из первых,
была предоставлена национальная государственность в первые же годы советской власти. Этим самым была по достоинству оценена его героическая борьба в период социалистической революции и гражданской войны. В те тяжелые годы каждый четвертый ингуш пал на полях сражения, отстаивая святое дело октября. Ингушская автономная область просуществовала лишь до 1934 года. Под предлогом объединения с братским чеченским народом и без учета мнения населения административным решением была образована Чечено-Ингушская автономная область. В результате этого неправомерного и несправедливого акта ингушский народ лишен значительной части территории и его исторического и культурного центра правобережной части города Орджоникидзе, где ингуши по численности были вторыми после русских. Так был вбит отцом народов и его кликой первый клин дружбу между народами. Но палач народов Сталин и его заплечных дел мастера готовили против малочисленных народов новые, невиданное в истории человеческой цивилизации преступления. 23 февраля 1944 года, в День Красной Армии, по указанию генералиссимуса и под непосредственным руководством его верного опричника Берии была осуществлена чудовищная акция переселения до единого человека чеченцев и ингушей в суровые, необжитые степи Казахстана. Народы были обвинены в поголовной измене Родины, наказанию подвергались даже те, кто еще находился в чреве матери. Такое страшное обвинение было выдвинуто против народов, чьи лучшие сыны, более 32 тысяч человек, в том числе 15 тысяч добровольцев, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из которых не вернулась домой. Жестокости в ходе осуществления беспрецедентной акции со стороны бериевских садистов не было предела. В горных, труднодоступных районах Чечни и Ингушетии стариков, больных, всех неспособных дойти до транспорта расстреливали на месте. Над народом опустилась долгая, длиной в 30 лет страшная ночь геноцида. От голода, холода, болезней в тюрьмах и лагерях ингушский народ, как и чеченский, потерял 50% своей численности. Светом надежды на национальное возрождение явился исторический 20-й съезд КПСС, вернувший партию и страну на рельсы ленинизма. Рухнули опоры геноцида и репрессий. Однако сохранивший свою силу и мощь командно-бюрократический государственный аппарат, еще во многом сталинский по содержанию, не позволили в полной мере осуществить генеральную линию 20-го съезда партии в национальном вопросе. Установившийся в стране период застоя внес деформацию социалистическое развитие общества в целом, а решение назревших национальных проблем свел к парадности и декларативности. И в результате репрессированные народы, в том числе ингуши, не были реабилитированы политически и юридически. Восстановление автономии чеченцев и ингушей носило незавершенный характер. Почти половина исконно ингушских земель вместе с правобережной частью города Орджоникидзе, бывшей столицей Ингушетии, оставлены в составе Северо-Осетинской ССР. Причем отторгнутая часть территории является исторической и революционной колыбелью ингушского народа. В результате длительного игнорирования национальных интересов над ингушским народом нависла угроза его исчезновения, как этноса. Отсутствует территориальная целостность, отстает социально-экономическое развитие. В начале становления находится формирование национального рабочего отряда, нет возможности для нормального развития национальной культуры, языка, литературы и искусства. На сегодняшний день самая главная и самая серьезная проблема ингушского народа – это восстановление, подчеркиваю, не создание, а восстановление своей автономии. Без положительного решения этой проблемы нет и не может быть у нас нормальной полнокровной жизни.
Съезд постановляет. Я зачитываю ту редакцию, которая у нас есть, хотя поступило, как вы знаете, предложение другой президента. Первое. Просить ЦК КПСС, Верховный Совет СССР и Съезд народных депутатов СССР решить вопрос восстановления автономии ингушского народа в ее исконных исторических границах, Ингушскую автономную социалистическую республику. Остановитесь. Поскольку было предложение, и, наверное, возникнут вопросы по голосованию, есть, наверное, предложение проголосовать за такое предложение. Добавить столицу. Добавить столицу. Без Я делаю микрофона свое не может добавление. работать. За столицу в городе Орджоникидзе. Орджоникидзе. Без Какие микрофона мы замечания? не сможем с вами Можно вопрос? Товарищи, замечание. Существенный момент, который нам подсказал депутат Верховного Совета СССР товарищ Писаренко, мы можем принять такое решение. Вот были предложения здесь решить съезд. Это, конечно, мы не уполномочены решать, а Верховный Совет СССР и правильно было здесь делать замечательно. У нас есть другой выход. Мы можем решить на нашем съезде предложить проект решения Верховному Совету СССР. Предложить проект, который нам хочется иметь, проект решения Верховного Совета СССР. И там уже говорить то, о чем здесь говорили. Восстановить автономию, там, центр Орджоникидзе и так далее. Можно вопрос, зала? Да, Можно вопрос? еще замечание. Пожалуйста, вопрос. У меня есть такой вопрос. Во-первых, я предлагаю формулировку Костоева и формулировку Бекова по отдельности вперед обсудить. Правильно. Большинство. Почему я говорю? Если наш съезд, вообще съезд считается высшим органом любой организации или народа, высший орган. Если этот высший орган, то он должен принять формулировку Костоева, утвердить наша резолюция Костоева. Мы вас поняли. Так? А если это не высший орган, тогда мы снова начинаем 30-летнюю просьбу ингушского народа. И вся наша работа была сведена на ноль. Так. Есть ли добавление к этому? Есть добавление. Позвольте. 35. Сейнароев, кандидат юридических наук. Я считаю, уважаемые делегаты, мы должны принимать решения реальные, учитывающие не только одну статью Конституции СССР, а все и другие статьи. Сегодня мы рассматриваем очень непростой вопрос, связан с изменением территории, хотя мы говорим о восстановлении двух автономных республик. Если мы примем сегодня вопрос решим о создании автономной Ингушской республики, чего мы все приветствуем, я считаю, это будет нереально и с превышением нашей компетенции. Почему? Граница союзной или автономной республики может изменяться согласие двух республик и только вышестоящим Верховным Советом. Мы же сегодня лезем так сумбурно в конфликтную ситуацию. Я ради интереса дела, больше многих желая создания автономной республики, считаю, нам не нужно вставать в сумбурный конфликтный путь, а надо выбирать осторожный, решительный, последовательный, и который можно объяснить путь. Этот путь предложен секретарем обкома. Во всех отношениях это правильное решение. Я это говорю как доктор юридических наук. За свои слова отвечаю. Товарищи, не мешайте. Мы обсуждаем два предложения. Редакцию двух предложений. Поправка. Во-первых, в 1944 году Сталин не был, по-моему, генералиссимусом. Принимается. Это надо... Принимается. Теперь 30-летний ночь, это сырование имелось в виду. Принимают. Вот это тоже замечательно. Принимается. Так, если еще замечание. Товарищ Писаренко хочет сказать. Товарищи, здесь вот
юристы выступали, мы должны с вами в обязательном порядке соблюсти юридические законы, которые обязательны для любого человека, сидящего в этом зале. Согласно наших законов, ну, во-первых, давайте будем говорить, мы этот съезд будем считать его, во-первых, и второй съезд, ну, как бы по прошествию вот этого 70-летнего периода, как учредительный съезд, который выходит с предложением от имени своего народа о восстановлении тех прав, тех границ, которые были до 1934 года. Это одно. Второе. Чтобы этот съезд принял решение, которое бы соответствовало законам СССР, он должен основываться на каких-то законодательных актах. Мы будем говорить откровенно, сегодня у нас существует здесь, на этой территории, Чечено-Ингушская республика. Естественно, если мы сегодня поставим вопрос о том, что принимаем, постановляет съезд, создать или возвратить, или вернуться к тем границам, это должно быть законом. Зачем же мы будем говорить сегодня нашим людям, всем ингушам, что мы приняли закон и теперь наши границы восстановлены? Это же не так. Мы что, разъехались после съезда и это решение стало законом? Нет. Этот закон будет приниматься съездом народных депутатов СССР. Ниже может принять Верховный Совет СССР. Соответственно, я бы, например, это моя личная точка зрения, я бы, например, вот эту констатирующую часть, которая занимает достаточно объемное, по объему много, я бы сказал так, что притом не направить в Верховный Совет, а мы имеем право здесь поручить, допустим, или группе народных депутатов, присутствующих на съездах, или народным депутатам от Чечено-Ингушетии, или народным депутатам ингушам поручить, вручить итоговый документ съезда народов, ингушского народа, вручить, не отправить его по почте, и чтобы какой-то канцелярский работник получил это письмо и потом держал 10 или 20 дней, и куда-то он затерялся, а вручить, если вы решите в Верховный Совет РСФСР, значит в РСФСР. Возможно сделать таким образом один документ Верховный Совет РСФСР. Дальше, вы помните, мы говорили с вами, я в выступлении, чтобы этот вопрос дать в виде итогового документа 20 народных депутатов, как документ от имени съезда, и вручить каждому народному депутату на осеннем съезде. Это 2250 экземпляров будет отпечатано. То есть документ это должен быть доработан так, чтобы его каждый прочитал. Если он будет большой, громоздкий, то не все даже смогут туда служиться, оставят в папках. Второй документ направить в обязательном порядке надо в ЦК КПСС, вручить. Третий документ вручить на съезде народных депутатов. И четвертый документ Верховный Совет СССР. Почему я направляю в эти все инстанции? Потому что не исключена возможность, что этот вопрос может быть рассмотрен и решен уже в Верховном Совете РСФСР. Если же там не будет этот вопрос рассмотрен, он будет рассматриваться в высшей инстанции, стоящей инстанции. Но ставить такой вопрос, что сегодня мы на этом съезде приняли решение, и оно обязательно будет реализовано, это просто усыпить нашу бдительность. Мы на этом закончим работу, скажем, все, мы поставили проблемы, и они будут разрешены. Поэтому я хотел бы уберечь от скороспелых выводов о том, что проблема ингушского народа сегодня на съезде решена. Это только начало той большой работы, которую всем здесь присутствующим в зале и президиуму предстоит решать в перспективе. И последнее. Чтобы этот документ был принят, я думаю, что надо в обязательном порядке еще ни одной делегации и ни одному народному депутату поднимать этот вопрос на самом высоком уровне в Центральном комитете партии, в Верховном Совете и на съезде народных депутатов СССР. Спасибо за внимание.
Сказать откровенно, когда только здесь было заявлено о том, чтобы провозгласить республику, я встал вместе со всеми и аплодировал за то, чтобы провозгласить. А вот чуточку остыв от этих эмоций, я хотел бы вас призвать, товарищи, не к выполнению там каких-то статей Конституции, мы сейчас можем их не помнить, не знать. Давайте обратимся к здравому смыслу, к логике. Мы хотим провозгласить. Ну давайте вспомним, ведь она-то когда-то была провозглашена, она же существовала. Что значит провозгласить? Это что, у нас не было вообще советской власти? Просьба говорить короче. Я говорю по существу. Вы мне вначале прервали, когда я предлагал признать статус съезда как второго съезда ингушского народа, вы прервали. И сейчас. Дать досказать. Товарищи, наша главная цель – добиться автономии ингушского народа. Добиться его не эмоциями, а здравым смыслом. А здравый смысл состоит в том, чтобы восстановить. Автономия существовала с центром в правобережной части города Орджоникидзе, и поэтому одна формулировка – восстановить автономию республики в полном объеме, как здесь говорили, в ленинском объеме, который был предоставлен Ленину. И это все будет сказано. Большого. Конституции большинством голосов. Прошу слова для обращения к президиуму. Прошу слова, 1 минута. Дайте возможность прочитать. У нас же стоит человек на трибуне. Товарищи, Вы дали уже слово одному, не могут же все говорить. нам еще предстоит обсуждать проект резолюции. Я считаю, давайте сейчас дойдем до конца. Там впереди тоже есть очень важные пункты. А уже в целом обсуждать предлагаемый документ. Я продолжаю. Пункт 2. Признавая проект платформы КПСС, национальная политика партии в современных условиях своевременным и емким документом, говорящим о назревших противоречиях в межнациональных отношениях, съезд в то же время считает, что он не обеспечивает в полном объеме законных прав и интересов народа. Съезд считает необходимым внести следующее предложение. А. Предоставить всем национальным государственным образованиям действительно равные права. Б. При восстановлении автономии считать решающим фактором мнение репрессированного народа, а не согласие народа, во владении которого были переданы аннексированные земли. В. Добиваться закона о реабилитации репрессированных народов с восстановлением всех попранных прав и территориальной целостности, будут иметь возможность посетить наши горы и увидеть архитектурную культуру ингушского народа. Поэтому вот где-то здесь надо будет записаться, кто останется, кто поедет, для вашего отдыха, и транспорт готов, и питание, все будет там организовано. Да, на этом разрешите второй съезд ингушского народа считать закрытым.
سينا حبن دونخا ويسينا تركو الجي كسين ويتاكوت وقت وانسو شو نباغي نباغي زايدا وداس ساسك ولا بالوينديزي توتشخينا خدي الجاي تشتغل شنو كوي شريعه بيع ويش تخلي وشتيزي تغاي تشتغل شنو ويل تعور شوات ويدا ديش تكودو الجي ويش تيزي تغاي تشتغل شنو بعضو ويلك عاوزوا شوات شغل شنو غاي تشتغل يعني ترسيل داخل لك وما اللي تسمدر زدوي دلا ويبلك تيزي تشايون جايو ويتعدو اختريش غاي تشتو تعقلوا شو الله وين شو اشحد يوقت الله تسينا تردو الجي ويلك سكتردو وزبيلك سكنا لا تعنا سبع القاش مسهول استعاشنا غاتش غير تبيش أروي خيش المرشقنا قال مروت سيش خز عيد لزبيزة بيزوش قال غض يعد أش غض ديش والخلا خزع وش عبد ما إيه نخشو بروش نسك مسو شو دكتة كيوجنزة غدا شربو ده المغلق تعقدوا شاء الله وين دماغ كان حيشي خزش نخشو أش سطر عشر دردوه ويش ديسكوش تيبل تانا دير رسيلة وهيك تلقى دار شيء عديل شو دوت ملاك تريه موكش ماش دير زير شو نوقع دار لردير شو يروي هيك تلقى دار شو المغيب تري تسوام لك بيكون نسبي عدا غوت دوبوي الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأصلح بين ذاتنا اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وبلغنا إلى جميع مقاصدنا وارزق لنا سعادة الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على غير خلقه محمد وعلى آله آمين أجمعين دال يعني بيت يلش Шабызгиль. Да? Лазерская? Да, из театра. Ингушского. И что, чем ты там занимаешься? Заведую литературной частью. Да, молодец. Слушай, а ты мне одно скажи. Вот это Пошев, да, это фамилия? Да. Где живешь? Кто он? Он закончил высшее духовенское образование. Так. Молвос. Молвос? Да. В республике Вос или как? Галга и Вос? Ну, видимо, да, готов. Видимо, я Хаджим Вахт Зви? Хаджим Вихов. Вахт Зви? Ты не Я знаешь, не да? спросила. Ну ладно, хорошо, спасибо. Ну вот, слушай. Бехтин Бахласин, Ахмад. Сколько? Бошка. Что за историю хочешь? Даже нахта, да, Герман? Я съел, что не мог хабать. Ахмад, он мчал. Я здесь что назрание. Назрание вага. А ты еще на цайде шерцане бол бежвиха. Вот, да, я до Беляра. А? Беляра. Духая диша. Вот ваш.
Qaysi o'g'illarni hamdardsan? Qaysi o'g'illar? Bashir Hajmo'ya hozir. Bashir Hajmo'ya. Olsun. Давайте час. Сейчас посмотрим. Измал Камалич развалится. Я очень надеялся, что вы без обратно возьмете. Нет, это ошибка. Если ее не брать. Конечно, ошибка. Вы могли бы все знали не подняться, потому что там это бегает улицы. Я сказал, что я Все кричали. После выборов нельзя что ли ввести? Нет. Как? Дописать этот список невозможно, если проголосовать по-новому. Нет, я имею в виду, это уже избранный народом комитет. Этот же комитет, он может как-то... Hamza, çazamıcan yemek yiyor. Там всегда Малгобекский район, а Назрановский хайца. Ходит Хандолита, а? Назрановский район, Малгобекский пригородный район. Нет у нас костяка. Который ты писал. А он живет, конечно, а понял? Yeter, записывают все. Mekde de. Şefarat kuburda karşıda moda şefarat. يقول خيري حاجة مجلوش عنقول تعدول مش خيرين الحمد لله دي عندها حنا عادلو شو فيها بس تعدوها أنا كل يوم ديك ياي وديات تأخذه ديك دردين إن شاء الله دار يعمل ديك در حاخد ديك در حاخد وقت لا تينا يقي غير تريجي وين در البرج مش خم خوي دق بوش ويجي صوت البنها وش تحت يا ولدي
Ты уже работаешь, да? هو بعشرة دلوقتي الله الله gratis. لازم يا تاتا. متعود. كده إيسا. أتعمق سام مالوتن سكان. درسي جو تيجي إنه. Это из-за председателя Ингушского оргкомитета ВХ. Управление воздухом. Это что стоит? Ай, да, тут диви. Пошел. Это тебе. Dikim dag. Oh, oi. Побольше увеличить подальше станет. Я беру. Я не знаю. Ребятки делают, да, нет
حجج نزرع يعني دق بوي أو يعني أو بيحكي هاد حرياز ولا بي دوريت كولتوري عادة خاتك حج لا تشنخ بحوق واه يا آخر دوي هاد ماشي لا تخوش يرحلقوا بقوهم تحدي حلقة لا ريز وريت فرودا يا أخي فرودا يا أخي ولا ريز فرودا يا أخي حاول تعطيه كم دان تنهم اش داير واش عيسى عيسى بوكيت صويا صويا خطوش Sen hadi ben ne diyorum? Kein Kamera, ich bin gerade. Ah, stimmt.
فيديو جديد. يقول لي احنا مصباح وانا لا دي ما يهتم يحيط يا شان. مخا ماركا يريد واليوم مشتري. لا ده راسي يعني يرى كواتو. ايش لا يعني ناس خلري سدا بوست عليش. تي ما يهتم لي. ورزقنا. لا ده. Сага свет вообще. Я шкалила. Я. Вот. На уровне. اي شو مقد يا ولد
Единственный дворец это сейчас подзаряжающее устройство. Сигнал ходом из холса, а я есть гистцова. Дворец игра одна качавей. Хату уже колонн снять, было ответить. Адя. Поезд Малабагаев. باشه غيرها هذيك هي مشى في سليك جدوه عشان كلنا نظام كان يغوص براس أصدرنا عيشة دي وغدوة تيجة الموزك عاد ياخذ زنوق يا شيخ تات موزك واحد زنوق انا سنة لا بحق دخلت مدرسة هيمشي يديه ويقول تصبيره والله
Бибаш, да, ты что Губа. على الجوع Мича. Всех будешь всех видеть. Борис поза хала уже целешь посыгал. Фанас ушат ему дезни хаяр кыча. Ава ава. Поза aku шапаля. سوى
Да, Муса уже агент. هذا شو هذا اللي موزع ايوه حبيب يا حبيب موزع Идите к нам. هذا يا زوع كده يسأل مي عيسى Камел. Может, есть хули? وقع والحلقة طباع لغة الدافع ميت عيسى أذبحني وغسيلي ودير دول هم وكوين حدوث دولات تدي عيسى يجوش الدوي ويقول عبول البطل يعني إن شاء الله لا يجوز بس دي بقى هذا حد كنت أقول فيه كده ايش دارش حقوش وزاهن Вей ходит до я ходит хитца. Слухайте, що вей хитца ходить до мене. أول تقويه از خیلی جوش کلاسی کامل دادیش دو کامل شلاش اتاج داخل شکولر. صدها داخل در مسنی dedication اگر حال. در تا حوت مسکی دوغش تغل غای وقت سگور سویال سوک. وزن دیگر ایسایال لیت خود یادر جلار خیر سیکل فیت ایشون زیاد. خود بیشی میخت. وقتا بها چنیت فاقع. نبها. وی غلغای شلا یاسی سیست واشف خیتچه سیست سقیالش خانه وطیاچه ریزولوسی بیاسوتسنبر غلغای دیلیگاتی موسكوي يغيتية وي واقع والش باتشاها ميخائيل سергеевич Горбачевна с делегацией سد دات وجهش بزولش سنس قبيلتي بزولق تخاي حنر نتسه تخاي حاقل دقباتش تشتغل وغلغاي مخكو تخاش تدلا ديقر واخا تخاشدر
делегация халк от вагита Соя, Котиков Беслания, Парчиева Парая, Куштов Джабраилия, Чахкиев Баширия. Ко дадахар дадагачил тахага дакватчи вей документаш. Хозпак хоз цати кинишкедия дагачва саметтиги хоз беткаргишникедия кати кинишкедия второй съезд ингушского народа. Так цих Тарахи 9-10 сентября 1989 год, город Грозный. Хостей пар масьяк папка бя шат дидарс тета вахтиха диха папка бя стичко шолах динаха уаха ушпа ужж вей документаш вей съезд документаш ше обращение камен съездик камен пленуми цекая сынгия пачалкенгерия уаха дашталар халкия дашталар уаха сылтя хага телеграмма ялар Горбачев рага надеяс поя долчи бастаты так суха гаха югбя хан чуага сукты вуши так минут мугячи так тейбар хан ятуба батлан ер эдгерхан багдер алдиет ага гот يالوي بچالبي هنت مسنيا ياغش كسيتا وغونشي ياخش زبستونكاشي متگشي так دوزن وي بچالكن چحنها اشت متگشي так دوزن ارح باخش قش بچحس ولقش مدي ليل يدش عليا متي ال اشت سوغت دوخشي ان تدر هيت واخ يخدي يسخ أنا كياتش يخ ياز يا يخ تليجرام يا هيتر شيء يخ تليجرام يرأس تقوى حلواتش باتش قوى حلواتش تليجرام يا هيتر واخ يخدش так واخ دكتش ديبوتاتش كمالتش دكتور ديبوتاتش دكتور بالش بو ديبوتاتش سيجيش وين بيت وي غلق تدولش دو كيا حتى واحد ثاني يقول تعدوا شدر دا فيتر ديبوتاتش قلوش شوي يتحت غلق قاستش بو ديبوتاتش قلو متي خبرش دا اغرارني проблемы قاستش خبرش قمي غلقش قاستش اش два шахтиптش متي داچ اوخش واخ царга وي غلق تعديش شي دولش كير ويقمنا ويقمن غلق شي برج وش ديك خوشبة عليها مكيا يتر ديك خوشبة ويقمن غلق صار يوخر فوت يالشم ديك خيت شوشت يالر غلغا يقمنو ليل ديشتوا بچحات ليل ديشتوا ازديل بچحات ليل ديشتوا ازديل يردكي وي советский بچحالكنس ليل ديشتوا ازديل وقتا يالر اجي واخ سأمر ميتنج يا جتر تخش دوخ هن يا ياش عايز لا تسوم سنه خبر قيش اتواني واخ دا يلچي يتشخان زبستوك ميتنج يت يلچي يتشخان هن يالچ بچالتي حد واج اخلچ على جديد نبا خلش دا ما خلش تاخ تخوتيش ميتينج واش يطلش خلش از ديك دواتن خوي ازديلا خوي داي ازديلا از متبليلو از وي ليل جو هاد وي قمنو ليل جو بچالكن ليل جو ازديل ديبوتاتش مسنين خوش وي كشار حد بيحكاش مسلوش ديبوتاتش خوش صار زغل قداق سيجي ملوا ديبوتات واشتغل عندنا بيقول بيس تخو سيجي شدي أحكي номер хочу ухож где здесь ингуши проживают так объясните нам какая у вас ситуация какие у вас проблемы какие ваши боли дохол цар дадут
خلطت فارس nach kıçkama bu nach ermloy bir akabar armyanış bir ujuş